Водитель Сурика Рутинян на межпригородной линии уже 20 лет. Никак не нарадуется новому транспорту и уже успел оценить, насколько он комфортен не только для пассажиров, но и для водителя. Многие автобусы видели, но это самые современные. Здесь удобств много, машина повыше. Сами видите, какой красивый салон. Пока на межпригородную линию вышло 10 автобусов МУП «Епак». Они будут курсировать до 3 сел – Табаги, Магана и Кангалас. Автобусы произведены на Курганском и Павловском автобусных заводах, где в первую очередь учли климатические условия. Главным их преимуществом является то, что здесь есть пандусы для маломобильных граждан. Мы можем зайти внутрь и посмотреть, насколько они комфортны. Как городские, так и пригородные автобусы соответствуют программе «Доступная среда». Для колясочников есть отдельно отведенное место. И вот специальное место, все автобусы оборудованы таким местом. То есть сюда инвалидное кресло ставится, подлокотник для удобства и кнопка вызова специально для человека, который находится очень низко. Вот. Какие еще тут есть бонусы? Зимой будет очень тепло, потому что установлены дополнительные отопители, которые мы проверяли на автобусах предыдущих марок. Они себя хорошо зарекомендовали. Надеемся, что горожанам будет очень хорошо в наших автобусах. Это маршрут 103, Якутск-Хатасы, нормальный автобус. Впервые езжу. Удобно, да? Удобно. И как раз этот подъем на двери очень удобно. Нам поживут. Впервые вопрос обновления общественного транспорта столицы, который действительно и морально, и физически устарел, глава республики Айсен Николаев поднял на Восточном экономическом форуме в 2021 году. Итогом этих переговоров стало участие региона в федеральной программе по субсидированию техники на газе. И вот всего лишь через год к столетию республики жители столицы получили возможность ездить с комфортом. Новый транспорт, новые возможности в организации поездок. Что изменится в этом направлении? Сейчас министерством совместно с городом планируется проведение научно-исследовательской работы по изменению сети городских и пригородных маршрутов. А затем на основании этой научно-исследовательской работы в последующем году, в 2023 году, планируется изменение, модернизация маршрутной сети с учетом приобретенных новых автобусов, а также дальнейшим обновлением транспорта города Якутска. Маршрутная сеть столицы была создана в конце 90-х годов. Между тем город растет, строятся дома, появляются новые микрорайоны. Поэтому обновление устаревшей маршрутной сети навеяно временем. Пока по столице будут курсировать более 50 новых красных маршруток. До конца мая все они выйдут на линию, и горожане с комфортом начнут передвигаться по Якутску. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск.